Сегодня у нас, слава Богу, вот о чем мечтали москвичи, это у нас было, стоит прекрасный памятник, установили так и памятник. Это является нам поводом, чтобы 4 раза в году мы здесь собирались, вспоминали этого великого человека. Сегодня вот у нас особый тоже день, участвует дочь Муса Джалиля Чулпан Мусиевна Джалилова здесь, который действительно помнит своего отца, живой свидетель, какой он был. Я очень рада, что сегодня можно прийти к памятнику, и здесь соберутся люди. В одном из последних писем отец писал: есть еще жизнь после смерти, жизнь в памяти народа. Действительно замечательно, когда можно прийти, встретиться тут с людьми, которые приходят, чтобы почтить память поэта. Россия Федерациясы башкаласы Мәскәү шәһәрендә гүзәл традициягә әверелеп бара. Муса Җәлилнең туган көндә Мәскәү татарлары, Мәскәү хакимияте җитәкчеләре һәм мәскәүлеләр җыелып Муса Җәлилнең туган көненә аның һәйкәленә чәчәкләр салу. Сама улица, название Муса Джалиль. Здесь есть замечательный парк. Здесь на памятник сегодня придет близлежащее население. Они очень позитивно к этому относятся. Всегда на этих мероприятиях принимает участие управа района, которые смотрят за этим порядком, следят. Они также очень позитивно относятся, и мы совместно проводим наши мероприятия. Муса Джалиль – это, просто сказать гордость или просто сказать, что это память, это ни о чем как бы. Аның башкарган эше, патриотлык, геройлык эше татар халкының абруен бик нык күтәрде. Һәм инде дөресен әйткәндә, Сталин заманнарында Казан татарларын депортациядан коткарып калды. И Муса Джалиль будет для нас, для нашего фонда идеалом мужества, верности, чести и естественной гордостью всего народа. Муса Джалиль для татарского народа – это герой, это который в застенках продолжал борьбу, когда он организовал эту борьбу, и его дух, его сила был не сломлен. Это символ нашего татарского народа, символ нашей татарского характера, символ нашей татарской стойкости. Ул безнең Мәскәү татарлары өчен татар халкының визит картасы дип әйтәбез бит инде. Чөнки татар дигәндә мәскәүлеләр беренче чиратта Муса Җәлилне искә төшерәләр. Һәм без бик горурланабыз Муса Җәлилнең күп гомере Мәскәү шәһәрендә эшләп һәм яшәп узган. Улица Мусы Джалиля у нас организована давно. Потом построили памятник, вот этот самый знаменитый и красивый памятник в районе, посвященный, значит, герою Советскому Союзу, писателю Мусе Джалилю. Менә һәр ел монда җыелалар, бөтен татарлар, Мәскәүнең монда шигырьләр дә килә, язучылар килә, бөтен интеллигенция, яхшы тенденция шундый бар. Җылдан җыл монда яшьләр җыела. Менә шуңар без бик куанабыз. Безгә татарларга яшьләр өчен геройлар кирәк. Муса Джалиль совершил такой подвиг, который остался на века у многих народов. И его стихи, пламенные его стихи, особенно в Моабитской тетради, переведены на 80 стран мира. Как всегда вот в мероприятиях немецкая сторона отмечает, что и находясь в Моабитской тюрьме, он никогда не относился к немцам как к народу, как к нации, как бы отрицательно. Он всегда говорил о немецкой стороне очень добрые слова. Он осуждал нацизм. Самый главный, Муса Джалиль возглавил движение сопротивления, борьбы за светлое наше именно будущее. Погиб и казнили его как самого опасного преступника гитлеровской Германии. Он и 11 его, батыров прославили наш Советский Союз, нашу родину и татарский народ своим героизмом, своим мужеством. Они выполнили свой гражданский и военный долг перед Отечеством и помогли спасти человечество от фашизма. Сидя в Моабитской тюрьме, он писал такие стихи, такие смешные, юмористические, как это «Ишет тебенде», «Куршелер», это «Баскос тебенде». Но слово – это тоже оружие. Можно взять винтовку, а можно взять перо. И неизвестно, что будет сильнее. Ведь винтовка, 1-2 противника можно поразить. А словом можно поразить десятки и сотни, тысячи людей могут изменить свое настроение, и вот уже все. И писал
не только вот вахшед, я говорю и юмористические, сатирические, вот стихи. Такой был сильный человек. Когда мы, где мы не выступали, в Дагестане, Ростове-на-Дону, по России, у нас, мы всегда подчеркиваем, мы всегда говорим о Муса Джалиле как великом сыне татарского народа, как с мужества, неизбегаемой воли человека. И самое главное, наверное, то, что память это не иссякает, и то, что в 2002 году поставлен здесь памятник, это, конечно, на улице его имени. Это знаменательное событие для всей нашей России. И память останется на сотни лет, потому что таких уникальных личностей очень мало, и единицы. И это наши маяки путеводные в нашей жизни. Свои назидания молодым, чтобы молодые стремились, гордились нашими такими писателями великими, как Муса Джалиль, не забывали. Дети наши растут такими же будущими патриотами, как Муса Джалиль и другие многие татарские деятели. Но по поводу патриотизма, именно без этого слова и глубины этого слова невозможно строить наше будущее. И исторические события, которые мы сейчас о них говорили, да, нельзя тоже опять-таки построить будущее. Мне очень бы хотелось передать поколению, будущему, да, подрастающему, чтобы они не забывали свою историю. Действительно, проходят годы, но нельзя забывать своих героев. И вот особенно здесь, у памятника, ведь в Москве очень много отдано было моим отцом. Он тут жил 12 лет, и эти годы были наполнены трудом, счастьем, большими творческими победами. И поэтому вот в этот день особенно важно именно здесь постоять и вспомнить Мусу Джалиля. У нас в прошлом году в Ютубе есть замечательный фильм. Мы сняли в гостях у дочери. Слава Богу, она еще жива, здоровая. Дай Бог ей многих лет жизни, у Чулпан Мусеевой. Наш штаб татар организовал к ней встречу, чаепитие. И получился такой замечательный душевный фильм. Также мы на Ютубе выкладываем наши фильмы про деятельность нашего штаба татар Москвы. Это встречи с интересными людьми, это встреча студентов медицинских вузов с врачами, это встреча силовых структур. Вот благодаря вот этим встречам в штабе они начинают вместе общаться, вместе помогать друг другу. У них получается совместный бизнес, и поэтому мы ведем вот эту работу по продвижению молодежи, татарских кадров в этом большом мегаполисе. Но главная задача штаба – это, конечно же, сохранение наших татарских традиций, татарского языка, татарского фольклора. Мы обязательно в штабе, когда собираемся, поем наши замечательные, неповторимые татарские песни. Şu kaderli cilde